Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». С вами Эльмира Гайнудинова. Сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем на сегодня. С вековым юбилеем в Челнах столетним ветеранам Великой Отечественной войны вручают памятные медали. В гостях у труженика тыла побывала Эльмира Гайнудинова. Международное сотрудничество. В Набережно-Челнинском филиале онкодиспансера пациентов консультируют турецкие врачи. Подробности в сюжете Лейсан Габдрашитовой. Мама и дочь на одной сцене. Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова готовится к премьере. Подробнее в материале Лилии Гатиной. Четырежды прабабушка в Челна поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кому исполнилось 100 и более лет. И вручали юбилейные памятные медали «100 лет образования ТАССР». Одной из тех, кто был удостоен награды, стала и Ксения Поколяева. К ней в гости пришли заместитель мэра города, глава администрации Центрального района и наша съемочная группа. Крашусь, что буду я красивая. Столетняя Ксения Тихоновна хочет быть красивой к приходу гостей. Ветеран Великой Отечественной войны любит внимание и с удовольствием принимает всех у себя дома. Она пережила страшное время. Когда Ксении Поколяевой было 16 лет, началась Великая Отечественная война. Ее вместе с другими девушками отправили в Челябинск. Там она трудилась и телефонисткой, и пожарной, и охраняла секретные объекты. 4 завода в Челябинске. Абразивный, ферросплавный, Тигрес. По 3 часа дежурили. Через 3 часа опять идешь на пост. Охраняли. Мы же на заводах. Ферросплавный. Моя мама очень много в своей жизни за 100 лет пережила. И голод был, и холод, и война. И осталась с 3 детьми одна, муж утонул, мой папа. Вот. И она, с 3 детьми осталась только, сами знаете, как воспитывать в то время было тяжело одной женщине. Работала, за всякую работу хваталась. И вязала, работала везде, чтобы нас прокормить. В декаду старшего поколения Ксении Поколяевой вручили юбилейную медаль «100 лет ТАССР». Также она получила и продуктовый набор. Указом Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалевича Миниханова вручаются медали 100-летним юбилярам, ветеранам Великой Отечественной войны. У нас в городе 11 таких юбиляров, и мы обязательно всем им вручим медали «100 лет ТАССР» и поздравим их, пожелаем здоровья, счастья и благополучия. Всего на территории Центрального района памятные медали «100 лет ТАССР» получат 6 ветеранов Великой Отечественной войны, которые отметили 100-летний юбилей. Помимо медалей администрации Центрального района будут вручены памятные подарки всем 6 ветеранам Великой Отечественной войны. Ксения Тихоновна, несмотря на преклонный возраст, достаточно активна. Она сама готовит супы, каши, а еще ветеран Великой Отечественной войны увлекается оригами. Я хотела бы еще показать вот этого лебедя. Между прочим, она вот этих лебедей сама изготавливает. Неделю назад завершила очередную работу. Хочу еще одну ее работу показать, даже, наверное, несколько. Вот эти пледы, например, она тоже вяжет сама. И вот кто скажет, что ей 100 лет. Ксения Тихоновна воспитала 3 детей, имеет 5 внуков, 6 правнуков и 4 праправнуков. Она окружена заботой, вниманием и любовью всей большой своей семьи. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережные Челны. Пока мы едины, мы непобедимы. Из набережных Челнов в подшефные воинские части в зону проведения СВО было отправлено более 53 тонн гуманитарного груза на общую сумму свыше 31 миллиона рублей. В торжественном мероприятии приняли участие депутат Госдумы России, заместитель мэра города, первый заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ», руководители и работники компании. Что было отправлено для бойцов в нашем сюжете? Автогигант с первых дней специальной военной операции принимает активное участие в поддержке военнослужащих, воинских частей и населения новых субъектов России. За 3 года компания направила 23 конвоя гуманитарной помощи на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В отправке очередной партии гумпомощи приняла участие и депутат Госдумы России Альфия Кагогина. Мама
героя нашего земляка Сергея Чебнева Ольга Константиновна. И она в первую очередь прям поручила, сказала: передай, пожалуйста, привет и поклон камазовцам за их добрые сердца. У нас одна большая цель – победа. Только победа во имя мира, во имя света, во имя независимости и величия нашей Родины. Я верю, что так и будет, обязательно так и будет. И сегодняшним днем мы приближаем эту победу. В состав очередного конвоя гумпомощи вошли 3 легковых автомобиля, системы радиоэлектронной борьбы, автозапчасти и колеса для грузовой техники, квадрокоптеры с тепловизором, маскировочные сети, мониторинговые устройства, кубовые емкости для воды, строительные материалы, шуруповерты, радиаторы и многое другое. Также бойцам передали посылки и письма от родных и близких. Я считаю, нашим коллегам, друзьям, которые на фронте, очень важна вот эта поддержка, сопричастность, что мы помним, заботимся и в некоторой форме, даже неформально, делаем это. Это показывает наше единство. Если мы едины, то мы непобедимы. Если мы в единстве, то мы победим. С победой, победа будет за нами. В стране не остается и город. За весь период уже отправлено более 1500 тонн гуманитарного груза. Это и продовольствие, это и вся необходимая техника, которая так нужна нашим ребятам на передовой. И это наша святая обязанность – помогать тем, кто сегодня, порой ценой своей жизни, защищает нас с вами, защищает нашу Родину, наших детей и наше будущее. Традиционно получателями гумпомощи станут 3 подшефные воинские части, курируемые автогигантом, а также военно-полевой госпиталь. Гуманитарный груз, собранный при активном участии камазовцев, сформирован непосредственно по просьбам командиров полков, самих бойцов и учитывает потребности воинских частей. Лилия Гатина, новости, Набережные Челны. Международное сотрудничество. В Набережно-Челнинский филиал онкодиспансера приехал врач-онколог из Турции. Он провел для челнинских пациентов бесплатные консультации. Сколько челнинцев смогли к нему попасть и какие рекомендации дал иностранный специалист? В материале Лейсан Габдрашитовой. К врачу-онкологу из Турции пациенты обращались с разными случаями. Среди них были и женщины с диагнозом рак молочной железы. Провели образовательную беседу, в которой указано о важности раннего скрининга и ранней диагностики этого заболевания. Также о необходимости генетических исследований, потому что в случае обнаружения мутаций их родственники также могут быть подвержены риску. Также, конечно, мы обсудили с данными пациентками возможности дальнейшего лечения. По словам врача из турецкого медицинского центра, выявление рака молочной железы на ранней стадии дает хорошие результаты, поэтому очень важно проходить скрининги в целях профилактики. Маммографию и УЗИ следует делать с 40 лет ежегодно. Учитывая анатомические особенности молочной железы до 40 лет, ценность маммографии может быть низкой. И в связи с этим у пациенток, у которых в анамнезе, генетическом анамнезе есть рак молочной железы, у одной из родственниц необходимо с 30 лет начать исследование и выполнять ежегодно УЗИ молочных желез. Специалисты из Турции уже приезжали в Набережно-Челнинский филиал онкодиспансера в сентябре. Обмен опытом очень важен, уверены медики. Конечно, это международный опыт, это обучение наших докторов, они видят, как лечат другие доктора международные. Ну и, конечно, возможность пациентам получить уже современное лечение по международным стандартам, к которым мы стремимся. Всего врач-онколог бесплатно проконсультировал 10 онкобольных с самыми сложными случаями. Сотрудничество с иностранными медиками продолжится. Врачи Челнинского онкодиспансера планируют также посетить медицинский центр в Турции, пройти там стажировку, отправлять пациентов на лечение. Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей. Новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.
Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Когда детская мечта сбывается, челнинский водитель автобуса Ильдар Юсупов, будучи маленьким, смотрел на водителей общественного транспорта и хотел когда-нибудь оказаться на их месте. И вот уже 15 лет он крепко держится за баранку. Мы решили о нем рассказать в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В России его будут отмечать в это воскресенье, 26 октября. О своем первом рейсе, эмоциях и почему не все могут работать водителями общественного транспорта Ильдар Юсупов рассказал нам. Помню, маленьким сидел на сиденье. Раньше были такие полукруглые держатели. И вот я рулил вместе с водителем и как будто бы представлял, что я веду автобус. Вот уже как 15 лет Ильдар Юсупов водит общественный транспорт. Сейчас он водитель автобуса большой вместимости. Но мужчина до сих пор помнит свой первый рейс, эмоции, как ему тогда было страшно и волнительно. Вроде бы все прошел, вроде бы и стажировку и все, а все равно, когда сам начинаешь ехать и сам все это делать, очень страшно. Первое это страшно. Потом привыкаешь, потом это становится таким обыденным. Но при этом не каждому дано стать водителем автобусов, отмечает Ильдар Юсупов. Ведь он отвечает не только за общественный транспорт, но в первую очередь за безопасность пассажиров. К тому же им тоже надо уделить внимание и время отвечать на вопросы. Так Ильдар Юсупов рассказал один из случаев, когда в Горкомунхоз пришел на стажировку мужчина, который ранее управлял большегрузами. Он немножко испугался, остановил автобус, говорит, я больше не могу садиться. То есть к этому тоже надо привыкнуть. Не только водить, но и управлять, и сдачу давать, и пассажиров слушать. Они вопросы задают, на какой остановке им выйти, едет ли автобус в это направление. То есть это все надо. Еще плюс дорога, все полностью смотреть за этим. Пассажиры автобусов большой вместимости отмечают, насколько комфортно им ездить. В преддверии праздника некоторые рассказали истории, которые особенно запомнились. Если что-то случается в дороге, водители останавливают, высаживают людей и оказывают первую помощь. Это я сама реально видела. Только самые лучшие пожелания. И, конечно, пассажиры общественного транспорта решили поздравить водителей автобусов большой вместимости, в том числе и Ильдара Юсупова. Что им пожелать? Хорошего здоровья. С праздниками, чтобы благополучие, хорошая зарплата у них была. Автобусы пусть будут большие, нам очень нравится. Водителям здоровья, крепкого, семейного благополучия, чтобы дети их только радовали. И с праздником. Водителям терпения и здоровья, чтобы все у них получалось хорошо. Ну и чтобы на самом деле у нас дороги были хорошие. Свой профессиональный праздник, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, Ильдар Юсупов отметит за рулем автобуса. Но он и рад, ведь мужчина признается, свою работу очень любит. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзейн, новости, Набережные Челны. «Мама и дочь» на одной сцене. Труппа Татарского драмтеатра подготовила премьеры под названием «В пятницу вечером». Спектакль поставили по произведению Аяза Гилязова. Кроме того, зрители ожидают и приятный сюрприз. Какой именно, расскажет Лилия Гатина. В пятницу вечером повесть о сельской труженице Бибинур, чье сердце всю жизнь было открыто добру, любви к людям. У главной героини не было своих детей, но она стала мачехой для чужих. В сказках мачеху, как правило, всегда изображают злодейкой, однако Бибинур была не такой, но судьба сыграла злую шутку. Дети, которых она воспитала, выросли неблагодарными и злыми. Спектакль отражает противоречие между временем и человеком, верой и неверием. Эта премьера для меня очень волнительна, потому что мы с дочкой исполняем, скажем так, один образ. Я Бибинур в старости, она в молодости. И это очень волнительно, это очень тревожно, это очень ответственно. Дочь Миляуши Имамовой, которая играет в спектакле «Бибинур в молодости», пошла по стопам мамы. Актриса и поступила в Елабужский колледж культуры и искусств. Я чувствую большую ответственность, и мы с мамой очень много работаем, и она над своей ролью, и я. Она мне дает советы, помогает. Вот. Чувствую большую тревожность даже, но я уверена, что все получится, и этот спектакль будет просто шедевральным.
В пятницу вечером это одна из самых значимых произведений Аяза Гилязова. Художественным руководителем Олегом Кинзигуловым оно было выбрано не случайно. Аяз Гилязов старается описать внутренний мир каждого человека, его духовную часть и влияние социальных ситуаций на жизнь человека. Это история достаточно печальная, потому что, да, время диктует другие правила, нужно все время мчаться вперед, и, к сожалению, родные люди остаются где-то далеко и позади. Эта история достаточно поучительная, потому что здесь мы видим именно результат того, что будет с нашими родными, близкими, особенно с матерью, если мы не будем проявлять к ней знаки внимания. А в этом спектакле зрители могут увидеть и новые лица, например, молодых актеров Елабужского колледжа культуры и искусств. Несмотря на небольшие роли, для них это своеобразный экзамен перед челнинским зрителям, говорят студенты. Я в первый раз участвую в премьере, поэтому волнение все равно есть. Очень интересно работать с профессиональными артистами. Это какой-то опыт новый, и это очень круто и классно. Я очень рада, что у нас есть такие возможности. Премьеру спектакля челнинцы и гости города смогут увидеть уже в ближайшие дни. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны. Яркие эмоции, вкусные покупки, оригинальные товары и эксклюзивно авторская одежда. Все это можно найти в одном месте на народной ярмарке. В Челны приехали производители, фермеры, продавцы со всей России и стран СНГ. Вас ждут в павильоне возле гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Впереди выходные, самое время для шопинга. Посетите народную ярмарку. Все в одном месте. Беларусь славится аппетитными деликатесами, а Камчатка известна как край вкусной рыбы. К вашему столу и урожай с фермерских грядок. Сладкоежки оценят мед, конфитюр, пряники ручной работы с различными начинками. Я очень удивился, что у нас, оказывается, в Набережных Челнах есть такие вкусные пряники. Купили очень вкусной белорусской колбасы, каждый раз за ней приходим. И конфитюр на пектине тоже очень вкусный. Ассортимент достаточный, всего много. Глаза разбегаются. Изделия из монгольского трикотажа согреют в холода. Дизайнерские платья добавят уверенности. Лучшим аксессуаром станут палантины. И даже детям можно подобрать красивую одежду. Постельное белье покупаем, мне очень нравится. Лен хороший. Белорусский колбас очень вкусный. Туда сейчас отправлюсь. Я все время хожу на эти ярмарки. Всегда что-нибудь приобретаю. Хороший ассортимент. Выбор богатый. Выбор богатый, да. Есть что посмотреть. Добавят ярких акцентов в интерьер изделий из натуральных камней. Товары для кухни станут помощниками хозяйкам, а садоводы подберут качественные секаторы. За яркими покупками и отличным настроением приходите на народную ярмарку. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Эльмира Гайнудинова. Желаю вам отличных выходных и добрых новостей.